Добрый день. Сегодня моя речь будет связана с неадекватными высказываниями наших, к сожалению, соседей осетинской национальности, которые все чаще в социальных сетях произносят следующие фразы, что ингуши не знают своего родословного, ингуши не знают, откуда они произошли, ингуши не знают, кто они, аланы они, или вайнахи они, или ингуши они. Вот такие вот высказывания все чаще встречаются и в Ютубе, и в соцсетях в общем, в том числе и в Одноклассниках, и ВКонтакте и так далее. Что можно сказать по этому поводу? Видно, наши соседи немножко путают ингушей с осетинами. Это некоторые осетины не знают не то чтобы свои родословные, они не знают даже, как звали их деда и прадеда. Между тем, ингуши, настоящий ингуш, всегда знает хотя бы своего прадеда 7-го поколения, а то и в 10-м. Я знаю людей, которые знают в 10-м поколении своих родственников, своих прадедов. Это первое. Теперь, что касается той темы, которую осетины любят повторять, что ингуши сами не знают, кто они, вайнахи они или аланы они и так далее. Специально я вот людей, которые так, значит, преподносят вот эту информацию, я всегда называю особо одаренными в кавычках. Так вот, для особо одаренных наших соседей официально заявляю, что вайнахи это самоназвание древних племен, чеченцев и ингушей, родственных племен. К этим племенам относились не только чеченцы и ингуши, туда относились и более меньшие племена, это орсхоевцы. То есть, если так посмотреть, это чеченцы и ингуши состоят из Нохчи, Галай, Орсхой, Экли, Мялхи и еще ряд народностей. Все они вместе составляют вайнахи. Вайнахи раньше, в средние века, объединялись в такие сословия, аланские сословия. Кстати, аланы это не нация, как осетины, допустим, представляют себе, или как им впаривают, что аланы это нация. Нет, это не нация. Аланы это сословие. Помимо вайнахов, в аланское государство входили еще ряд народностей. Балкары, карачаевцы или вместе карачаево-балкарцы. Итого чеченцы, ингуши, орсхоевцы, акинцы, кистинцы, еще ряд национальностей, они все входили в вайнахское общество, говорили на одном языке, но вместе с тем входили в аланское государство, в которое ходило, кроме них, еще ходили балкарцы и карачаевцы. Это вот к тому, что осетины вот такие вот высказывания в соцсетях. Это вот специально, вот эта программа посвящена вот этой теме. Вот, кто не в курсе, кто заблуждается, пожалуйста, просмотрите эту программу и будете знать. А для наших соседей я еще раз повторяю,
что Аланское царство входили вайнахи, в скобках чеченцы, ингуши и все остальные войнавские племена, балкарцы и карачаевцы. Никаких осетин в Аланское царство не входило. Почему не входило? Да потому что Аланское царство было разбито нашествием монголо-татар, с которыми, в принципе, с которыми осетины и прибыли на территорию современного Кавказа. Осетинам бы я порекомендовал изучать свою историю. У них своя история. Это народ Ир, Ироны. Их история находится совсем недалеко, в Иране, буквально за Каспием. Они спокойно могут изучить свою историю, поехав туда. И для помощи им, это книга Бениамина Каплана под названием «Осетино-иранские евреи». Приветственным словом, с приветственным словом, которым выступил президент Северной Осетии, ну так, скажем, глава, теперь уже глава называется, глава Северной Осетии. Это приветственное письмо на первой странице этой книги. Так вот, в помощь осетинам, в поисках своей истории, вот эта вот книжка. У кого ее нет, она у меня есть, значит, я ее заказал на Озоне. Можете обращаться на ozon.ru и найти эту книгу. Это вот такое короткое сообщение для наших соседей, извиняюсь, не братьев. Братьями мы никогда не были, не будем. Но для наших соседей. Всего доброго, до свидания.